12:53. За бортом 1,5 градуса, в избе 26,7. Всем доброго утра. Ай-яй-яй. Для нас это утро, мы только проснулись, вернее, я проснулся уже где-то, наверное, часа 1,5 назад, потому что плечо все-таки побаливает, башка трещит, и, ну, часика 3, наверное, мы поспали. Роман, он тоже занимается, работает. Я суп грею. Рома греет суп. Помыли сковородочку, растопили печь. С березки у нас комфортная температура была, нормально отдохнули, выспались, так сказать. Ну вот то, что вот 1,5 градуса у нас. Звонил домой, спросили прогноз погоды, и он неутешающий. В общем, сегодня ночью ожидается до минус 7 градусов. Это значит, все, что растаяло, все по новой замерзнет. Ну, как-то вот так. Ну и ладно. Вечерка, я так думаю, все равно должна быть. Сейчас пообедаем. И пораньше, пока не начал давить мороз, пойдем по скороткам, по шалашам. И вечер посидим. А утром, я так думаю, даже, наверное, не будет смысла идти, потому что все замерзнет. Вот. Такие вот неутешительные прогнозы. Для нас день только начинается. Сегодня еще верба, вербное воскресенье. Искал в округе вербы, нигде не нашел. При заезде немножко веток было, думаю, здесь найду, а здесь нет. Есть рябина, есть елки, есть береза, вербы здесь нет. Вот. День для кого-то давно уже идет, для нас он только начинается. Зайчатинка? Наверное. А что ты хочешь, в суп положить? Нет. Так, как? поплевать. Холодный, наверное, потом подогреем, может. Или в суп можешь покидать, а он горяченький будет. В супе же есть мясо. Ну тогда можно будет потом, чем с гарниром подогреть отдельно. На ужин, может, нет? Или ты так хочешь просто? В общем, обед. Как весна у нас повернула обратно. Вышли в зимних куртках. Температура уже около 0. Снег, лед таять перестали. И по прогнозу ожидается сегодня минус 7 градусов. Ну и бог с ним. Сейчас покушаем. И пока наши болота, наши лужи, то, что успело растаять, не замерзло, вечерку немножко посидим. А там видно будет. Утрянку, наверное, смысла нет идти, потому что все замерзнет. Завтра сделаем перерыв небольшой по весночке. Завтра годовщина смерти нашего друга Сани Калины. И съездим в поселок, сходим на могилку, помянем. Послезавтра. 30-го же. 30-го, да. Завтра выезжаем мы, получается. Завтра вечером выезжаем. Там можно посмотреть, если что-то будет, можно выехать с утра. Утром, ну да, ну посмотрим по обстоятельствам. Так, в общем, у нас сегодня опять же на обед домашние заготовочки. Это гороховый суп. Почему-то он дома не такой вкусный, как на природе. Тут вообще у нас же это аромат, запах. Чеснок, наверное, не взяли мы, да? Не знаю, не видел. Вот. Друзья, у нас обед. Отдохнули, набрали сил. И сходим, посмотрим. Правда, ветер поменялся, так получается, если у нас там север, запад. На западный почти поменялся ветер, судя по дыму. Будет продувать на болоте. Ну ничего, у тебя есть палатка, у меня есть сарай, как-нибудь одетая, выдержим. Хорошо, что хоть дождя нету, а то прикинь, дождь или снег еще был. В общем. Вчера вечером, по-моему, такой же ветер был. Думаешь? С утра был северяк. Потом повернуло. Нет, сегодня с утра. А вечером, когда ходили, дуло также туда. Да? Ну, может быть. Так, у нас садится батарейка, ставим камеру на зарядку. И сами тоже подзарядимся. Время 5:30. Уток так и не было.
стоит сильнейший ветер, и на улице походу упала ниже нуля температура, потому что узоры появляться начали вот такие вот. Мороз начал делать свое дело. Скоро, я так понимаю, здесь будет лед вместо воды. В скором времени, возможно, придется открывать заново сезон рыбалки с такой погодой. Выглядит красиво, не знаю, как камера передает. Вот такие вот узоры. Ну вот мы и на месте. Я в Вовкином скоротке. Роман на нашем скоротке. Не знаю, видно, не берет камера. Вот там вот плотик, который разворотил медведь между озером и болотом. Озеро еще замерзшее, проталина чуть-чуть прибавилось, но сегодня минус, уже минус 2 градуса. Вот эти лужи на болоте по-любому сегодня все замерзнут ночью, и там озеро, наверное, опять затянется. Вся надежда на вечернюю зорьку. Утрянки может не быть. Если даже и полетает, то садиться на лед утка не будет. Она, скорее всего, сядет где-нибудь по лесным ручьям или будет сплавляться по Печоре. Сегодня слышали первую моторную лодку. Навигацию уже кто-то открыл. Слышно было, ехал. Но сейчас комфортно, потому что ветер дул, получается, западный. И весь лед должно было, по идее, прибить к правому берегу. Левая сторона должна быть более-менее чистой. И народ кто куда уже, кто на охоту, кто на рыбалку. Я понимаю каждого, потому что долгая зима, долгожданная весновка, долгожданное открытие охоты. И каждый спешит к своим заветным местам. Вот и мы приехали на наши заветные места. Но пока тихо. Пока тишина. Никто не летит. Никто не свистит, никто не кричит. Руку повредил я конкретно. Не знаю, как буду стрелять. В общем, левая рука еле-еле поднимается. Сильная боль в плече. Запястье тоже болит. И бочина болит полностью. Последствия падения. Не знаю, как дальше будет, но пока ничего хорошего. Рома уже предлагал, поехали, говорит, пап, домой. Все равно смысла нет. Ладно, домой мы поедем завтра. Сегодняшнюю вечерку еще отсидим. А завтра будет видно. В принципе, пока вода есть. Утка, я так думаю, перед темнотой должна немножко полетать. Вот наши новые ружья в нашем арсенале, которые до сих пор так и ни разу не выстрелили. Вчера уже показывал. Это у нас Иж. Вертикалка 32 калибра олень. И ЧЗ Магнум. Не помню номер. Эти два ствола я приобрел месяц назад. Вчера, получается, да, получил рохи. Все нормально. Осталось только попробовать, посмотреть, как бой, как стреляют, как что. Мне самому очень интересно, но пулять просто так по мишеням в наше время, когда патрон стоит 62 рубля, что-то не очень хочется. Каждый патрон на вес золота. Вот по этой причине я и купил вот эту вертикалочку. Буду сам заряжать. Металлические латунные гильзы мне передачу дали. 50 гильз новых. И там где-то, наверное, 40 с чем-то, наверное, бэушных. Пулелейку дали. Придачу родную, которую можно пулелить. Капсуле центробой у меня есть запас. Раньше я покупал, раньше я заряжал сам. Все время постоянно центробой капсуле есть. Немного из дроби, немного из старой запаса пороха. Я так думаю, порох, если в сухом месте лежал, ничего ему
не должно быть, должно пострелять. По крайней мере, немного труда, зато уже патроны выйдут намного дешевле. Сколько стоит зарядить вот этот ствол или сколько 12 калибра? Я говорю, 50 патронов, это целый бокс 60 патронов. А 60 патронов 32 помещаются в одну пачку патронов 16 калибра. Посмотрим, все нормально будет, это будет просто отлично. Да и в лесу вот ходить, оно легче в 2 раза, чем обыкновенная вертикалка или даже одностволка. Нормально. Давно уж хотел такое ружье. Вот она, красавица. Хрен скажет, что 58-го или какого года он там рождения, выпуска. Хозяин смотрел, выглядит как новенький. Ну что, ждем. Днем сегодня отдохнули. Смонтировал первую часть. Вы уже ее посмотрели. Она смонтирована в избушке прямо. С помощью аккумулятора Титанат и инвертора. Подключил ноутбук. Смонтировал. Обработал ноутбук. Все. Завтра поедем домой. По-быстрому залью. И один ролик уже будет в запасе. Может быть, не будет такого отставания, как в прошлом году. Прошлый год отставание было месяца 1,5, наверное. Догнал только в июле. И как бы немного непривычно было смотреть жарким летом холодную весновку или последний лед. Ладно, все, кончаем базарить. Ждем уток. Как только первая появится, так и сделаем включение. Время 8 часов вечера. Ветер стих. Не знаю, как видимость. Лужи начали замерзать. Полный штиль. Мороз. И ни одного перелета. Ни одного от слова совсем. Вон, есть место, куда сесть. Метров 50-60 простреливается, в принципе. Вода есть здесь, вода есть здесь. Даже здесь вода есть. Метров на 50-40, наверное. Но здесь уже возле берега все затянуло льдом. Здесь затягивает. Не знаю, хватит ли силы этим лужам продержаться часиков хотя бы до 9 до темноты. Но до 9 мы подождем точно, потому что все-таки не теряем надежды, что что-нибудь, да, прилетит. А так тишина полная, как и было вчера. Нет, вчера вечером утка была. Утка немножко вечером по темноте полетала. Утром сегодня была тишина, и сейчас тоже полная тишина. Никто нигде, даже в округе, по всей округе не стреляет, потому что ветер стих. Если бы где-то была утка, то были бы слышны по-любому выстрелы. Полная тишина, полный штиль. Не теряем надежды, ждем. Время 20 часов 22 минуты. Пролетела первая утка. Я ее не видел, я ее слышал где-то здесь в стороне. Звук крыльев было. 1-2, но не стая. А, вон, даже не утка, наверное, а кулик. Вон, кулик заорал. Или кто там? Что-то живое хоть показалось. Тишина, удивительно. Ну, не летит утка, и все. По прогнозу мороз сегодня ночью. И никакого перелета. Ну, прямо продолжаем ждать. До 9 точно посидим еще минут 40.
летят. Вот это точно были утки. Стайка. Слышал шум крыльев. О, крутанулись. Так, приготовимся на всякий случай. Ну давай. Кто-нибудь подсядьте. Лучше со стороны заката. Тут хоть видно. Там уже видимость похуже. Что-то не понравилось. Стайка пролетела, крутанулась и обратно куда-то ушла. Утки умные стали в последнее время. Начинают летать тогда, когда уже стемнело. Очень стемнеет, видимости не будет, и начнется перелет, скорее всего, немножко. И как только начинает, как рассветет, они перестают летать. Продуманные. Ну ничего, подождем. Ветер полностью стих. Время 8:30. Мороз все крепчает и крепчает. Здесь уже год. Уток почти так и не было. Буквально вот минут 5 назад пролетела одна стайка и все. Даже не думала садиться. Пролетела высоко. Штучек 15. Тишина. Блин, сели утки, не вижу где. Еще пролетели. Блин, стемнело, не вижу уток. Еще кряква где-то сидит. Ни хрена не вижу. Хитрые. Начали летать тогда, когда стемнело. Еще летят.
хоть началась движуха, блин. Так, во сколько? 20:35. Грубо говоря, 8:30. Вот еще. Окей. Шалаша, видать, боятся. Близко никто не садится. Так, ну что, время 21:07. Видимости практически ноль. Вот тут вот на зареве только немножко видно. И вижу, что все уже покрыто льдом. Пленкой все затянуло. Утка немножко полетала. Даже пару раз садились вдалеке. Две кряквы. Там шелохвости садились. Там. Но долго не сидят, улетают сразу. Видать, вот эта пленка льда их смущает. И утка понимает, что здесь нечего делать. Ну и нам здесь в шалаше тоже нечего делать. Во-первых, утки нет. Вообще перестала летать. Немножко от 8:30 полетала. Во-вторых, уже видимости ноль практически. Пошли-ка лучше в избу. Поужинаем. Там тепло, хорошо. А наша утка никуда не денется. Наша утка будет, и мы ее добудем. Пошли в избу. Так, ну что? В избушечке тепло. Вон, сколько градусов в избушке. 32,7. А на улице минус 3,5. Это при том, что датчик находится вот здесь вот. На выходе с избы. И с избы тепло, возможно, минус 3,5. Как бы еще и теплее. Так, градуса 4 здесь. А на болоте уже, наверное, градусов 6-7, не меньше. Потому что проходил сейчас лед уже просто уже... Я боялся, что брод не порежет. Резко надавило. К утру, если так будет, наверное, вообще лед там можно будет на коньках кататься. Ну что, Роман, второй день охоты по нолям. Ни одного выстрела. Зато патроны сэкономили. Патроны дорогие сейчас. Тоже, говорит, две крепкие. Не, ну такая экономия тоже неинтересна. Не. Я с удовольствием бы пострелял. Нет, сегодня можно выстрелить было в лед, если бы был открытый шалаш. Садились, но я их не видел. Как бы небольшие шансы были, ну, близко, ну, пока не время. Видать, еще пока не время. Ну, ничего страшного. Сегодня вербное воскресенье, зато грех на душу не взяли. Бог все видит. Может быть, по этой причине. Надо было дома сидеть и расслабляться, как говорится. Пить напитки, петь песни. И, ну, это как бы тоже, можно сказать, хорошо. Но здесь, на Весновке, лучше. Даже и так, даже при таком результате лучше. Сейчас вот подогреем ужин. А на ужин у нас сегодня будет жареная картошечка с зайчатинкой, наверное, да? Ну да. И все нормально будет. Рука вот только не поднимается. Я не знаю, как я стрелять буду. Я вот так ТВ поднимаю, я не могу, у меня боль. То есть это и то постепенно. Резко делаю, у меня вообще боль. Ладно, будем надеяться, что завтра все пройдет. Возможно, может быть. Башка чуть-чуть прошла, и то хорошо, проще. А так вот шевелить даже не могу. Мне... нет. Шевелю, у меня мозги как бы внутри болтаются. Тряханулись они у меня, наверное, там холодец рассыпался. Как Иван Григорьевич говорил, были бы, говорит, мозги, давно бы, говорит, убился. Так, говорит, опилки хорошо. Хорошо, что опилки, говорит. Ну, дай бог, такие опилки, как у Ивана Григорьевича, значит, еще поживем. Все, готовимся к ужину. Там-там-тарарам, там-там-тарарам. Ну, а теперь самое приятное. Ужин в лесной избе. В лесной веранде. Это избушка до того мощная, что кушаем на веранде.
Ну, вы сами видели, там столик, ну, куда, вот, сядет Рома за стол, сяду я, и стола будет просто не видать. Еще и сковородку, ну, даже сковородку положить некуда, вернее. Так что, блин, лысина-то даже холодно. 4 градуса мороза, ветерок опять поднялся, прохладно. Надо повышать температуру, градус повышать. Давай, Рома, давай. Думаю, стоит. На, киштал. Кишт. Конечно. Конечно. Шиповник немножко. Термос ледяной аж снаружи. Смотри, наверное, тоже не очень сегодня. Это сегодня с утра только, да, заправляли? Угу. Ты что, помороженные трусы, что ли, наливаешь? Хотя бы по поясок. А, другое дело. Напиток тоже ледяной. Ну так. Сегодня даже нам мамины трубочки не помогают. Ну, они, может, только на рыбалку действуют. На охоту точно нет. Да при чем тут это? Просто нет утки. Просто еще рано. Просто еще по новой пришла зима. Скоро у нас открытие зимнего рыболовного сезона 2024. Лед на реке скоро встанет. А что? Если такие морозы сейчас вдарят, так недельки две и шуга, лед опять где-нибудь затор будет, вода упадет и не хрен делать может это, сковать все, блин, пока лед пластами. Сегодня я смотрел видео ВКонтакте. Скалябский Валера уже на лодке ездит, блин, электрик. Уже навигация открыта. Мы тоже слышали звук лодки, звук моторной лодки, но при всем при этом, даже на Печоре, где утка, в принципе, должна быть, выстрелов не слыхать. То есть ее просто... Или она обратно перелетела на юг, или где-то загасилась по лесным речкам, по лесным ручьям. Дай бог с ним. Будет время, потеплеет, будет утка. Да? Куда она денется? Наша утка никуда никому не денется, она придет только к нам. Да? Да. Будем. Я могу этого не застать. Отпуск-то не вечный. Ну что, завтра выйдем 30-го, Калину помянем. 1-го заедем. Я надеюсь, как раз будет уже тепло. Так, я на шапку одену. И ножик захвати, и мою шапку тоже. Надо дверь открыть, чтобы тепло выходило. А где у тебя нож? Нож на поясе. О! Животик уже согрело немножко. Пояс там где-то, наверное. Да, вот, да. Нет. Вот это весна. Ну, в принципе, прошлый год было что-то похожее. Также заехал, был дождь, было тепло и было очень много уток. На следующий день ветер поменялся на северный, утки не стало. Потом был заморозок. Потом... Ой. Похоронили Калину, и только потом уже, наверное, да, когда мы 2-го похоронили, заехали 3-го, наверное, да? И только потом вот немного утка была. А я потом заезжал. Наверное, больше не... А нет, заезжали вместе, да? Заезжали. Я уехал, когда Калина помер, ты заехал. Тут немного ты пострелял, да? Чуть-чуть. Там, Пару штук что-то, да. ну да, по 3 чирка там, что. А потом я заехал, мы с тобой, помнишь? Так я же тогда, когда, ну, получается, поменялись, я, наверное, отсидел вечерку, утрянку и тоже выехал, я же тоже был. Ну да. А потом я заехал 3-го после похорон, и Володя, озеро уже открылось, больше половины. Володя уплыл туда в свой шалаш на озере. А я сидел между болотом и озером. А я ты... пошел туда. И мы с тобой тогда поколотили. Да, точно. С десяток-то, наверное.
Пошлепали тогда, и гусей тогда профукал, гуси налетели. Что-то сверху картошка еще как бы не это, да? Не подогрелась, но. Вот. Заяц вроде бы теплый. Вкусняшка. Рома сегодня напугал, говорит, это. Пап, там, говорит, кто-то лед ломает. Выходит на лед, говорит, лед проваливается и обратно, говорит, на берег. Все ближе и ближе. Я говорю, ну, или медведи, или лось, если ну, есть, или бобр. Он говорит, бобр нет, говорит, что-то крупное. Нет, да, это точно не бобр. Потом, не знаю, по следам не ходили смотреть, но я предположил, что, возможно, так как все замерзло и вода падает, просто лед садится и с хрустом. Ну сейчас же тишина, не падает, да, ничего. Так бы, если он трещал, он постоянно трещал. Может, а лебеди сегодня летели? Утром, да? Да. А, ну да, тут мы слышали их. И, кстати, тоже летели на юг. В общем, вся птица, которую сегодня мы видели или слышали, не на север летит, а летит на юг. У меня покойный отец еще говорил, как-то мы были на рыбалке, сетями ловили рыбу, тепло, хорошо. И мне он уже тоже давал ружье, и я сидел в коротке, караулил уток. Сети проверяем, уток стреляем. И что-то резко смотрим, утка такими огромными стаями просто пошла. Раньше же не было ни интернета, прогноз погоды. Мы не знали, что где почем. Мы выехали дня на 2-3. И смотрим просто, утка огромными стаями вся пошла обратно на юг. До этого, допустим, тогда уток до хренища было почему-то. Сейчас вот так не летит, как раньше летела вот. А тогда просто косяками летит. И тут эта вся утка летит уже обратно. Батя такой смотрит, так, утка косяками пошла на юг. Значит, надо ждать непогоду. Мороз, снег, ветер, что-то такое, говорит. Главное, сам это сказал и сам не принял вообще никаких действий. Это он сказал. Проходит буквально часа 3-4. Мы что-то как раз ужинали, наверное. Поднялся ветер. Ветер поднимается. Потом туча пришла, пошел снег. Потом ветер усилился. Потом минус пошел. И прикинь, минусовая температура, ураганный ветер и со снегом еще, как зимой, знаешь. Это осень была. Весна, весной, да. Я говорю, утка вот как чувствовала, она, видать, фронт вот этот непогода нужна, с севера что идет, и обратно полетела вся на юг. И мы бы рады были, конечно, вернуться домой, но мы были на правом берегу, а деревня наша на левом. Волна была такой высоты, что отец не рискнул, говорит, мы потонем нахрен. И мы остались в будке там. Там будка у сплавщиков была. Ночь переночевали. На следующий день ветер не утихает. День пробыли там. Какая рыбалка у нас, сети все во льду. Все замерзло, блин. Утка не летит, тут ничего. Мы просто тупо сидим в избе. Продукты закончились, хлеб закончился. Мы ели эту одну рыбу, то, что поймали, вот уху варили. Первое, второе, третье, это была уха просто, блин. Рыбу ели. Третий день, это нет. Потом там мужики приехали, то ли охотники, то ли рыбаки, не помню, русановские. И батя сказал им, позвоните, типа, ну матери, она, наверное, потеряла уже, скоро искать, говорит, отправит. Ветер стихнет, говорит, поедем. И вот они, видать, в Русаново пошли, позвонили хоть, чтобы мать не тревожила. А так ни телефона, ни связи, ничего нет. Мы просто тупо ждали. Потом на третий день, наверное, ближе к вечеру смотрим, волна такая. Ну что, говорит, рискнем. И мы просто тупо напротив
рискнули вот напротив Козьявыра, вот где напротив Козьявыра причалили, и тут опять волна пошла, и мы даже вроде бы лодку там бросили и пешком пошли до деревни. Он не стал дальше рисковать, чисто Печоры переехали и все. Это как мы на Уралочке, это помнишь, ночью ехали? Что, Ой, проверим продольники? я тоже. До Продольников дошел, главное, не, проверять не буду, поедем. Опасно. Осенью, это прошлой осенью с Ромкой были. И темнеть начало, и ветер усилился. Волна большая, Уралочку чуть ли не захлебывает. Я говорю, не, рисковать не будем. А удочки в клеточку стояли там. Ну что, проверим? Так на той же стороне. Так вроде ветер утих немного. Ну пойдем проверим уже. Тряханем. Тряханули, проверили. Стемнело, и ветер еще усилился. А нам сюда переезжать. Ой, это было что-то с чем-то. Хорошо, что это Уралочка, то, что мели не боится. А так бы где-нибудь еще винт или что-нибудь цепануть по мели куда-нибудь. И было бы тут там. Вообще с волной большой шутки опасно. Прошлый год вот одноклассник у меня накрыло волной. Это хорошо, что человек плавать хорошо умеет. Здоровье крепкое. Минут 20 продержался в ледяной воде. Потом мужики спасли, выехали, спасли, и лодка утонула. Это получается вот Доля минуты. минут 20 вот этот воздушный пузырек на носу лодки держала лодку. Видать, небольшие дырочки были, потихоньку, и потом лодка утонула. Это просто чудом он, Бог спас. А так бы все. Человек, как говорится, с детства на лодке, всю жизнь на лодке, и видишь, волна она непредсказуемая. Вот то, что у меня тоже ведь сколько случаев было. Вот едешь иногда, вот на гребень волны встаешь на лодке, и надо чувствовать. Ты чуть сбавил, тебя нос может клюнуть. Чуть прибавил, ты туда можешь, тебя там захлебнуть. И вот бывало так, что на гребне просто на волне идешь, и стараешься вот газом регулировать, чтобы ты на гребне, чтобы тебя нет. Потом все, потом бах. И вот второй волной, если не накроет, все, и на нее поднялся опять на гребне. Я на пластике один раз так тоже рискнул, когда Тимуш Бор поехал на первый пластик. Я думал, все, наверное, потонет. Дошел, смотрю, метровая волна такая, уже все потихоньку. Выехал в обратную, смотрю, по течению захлебывает. Я потихоньку, гребень против течения встал, и против течения по волне, немножко наискосок перешел на ту сторону. И потом по той стороне возле берега, думаю, здесь хоть накроет, хоть до берега доплыть. Большая вода, весна была, буквально в 2-3 метрах от берега потихонечку. Ладно, не будем о печальном. Все это, конечно, очень опасно. В такой погоду лучше вообще не выезжать на лодке. Но если выехал, ну, я тебе скажу одно. Спасательный жилет, да, говорят. Спасалка. Ну что, двое молодых ребят перевернулись на лодке в нашем районе. Они просто замерзли. Их нашли, они в спасалках были оба. Они оба утонули, замерзли. Потому что вода ледяная, и больше 20 минут ты в ней никак не выдержишь. У тебя просто организм остынет, и у тебя просто сердце становится от переохлаждения. Единственный плюс только что ты не утонешь, и тебя найдут, хоть похоронят. Вот для чего нужен спасательный жилет. Ну, если от берега недалеко, там можно доплыть. А так, если ты уже весной по большой воде, не дай бог, со льдами перевернулся или утонул, все, пиши пропало. Ладно, не будем о печальном. Лучше поговорим о прекрасном. Жизнь коротка, жизнь прекрасна, и надо прожить ее красиво. Да? Вот за это и выпьем. Вот. Насчет этой весновки. Приготовление к весновке почти месяц. Сама весновка пару недель. И то
во время этой веснойки еще палки в колеса вставляют. Морозы, ветер, там, дожди, которых ты просто то утки не, то еще. Фактически получается там 2-3 дня, может быть, удачных более-менее. Все, загорело? А еще помню случай, не знаю, говорил, может быть, еще нет. Я заходил сюда пешком или на лыжах по снегу, зная, что я выйду уже по земле. Брал продукты. Вот я взял, ну, грубо говоря, с расчетом на неделю. Заехал также в конце апреля. Думал, ну, на 9 мая буду дома. Где-то 1 или 2 мая ударили также морозы. Это, кстати, очень часто так бывает. Вообще жесткие морозы. Тут все стало. 5 сантиметров льда. Все замерзло. Я ходил вот по ручью, по насту, не проваливаясь вообще. И добывал кряк, гоголь, чирков. Че? Ничего, пакет сыпанул. Ты так смотришь, блин, так резко, ты так больше не пугай. И как бы потихонечку добывал, а тут не теплеет, перелета нет. А выходить-то как? Выходить никак, ну. А почему? А зашел как? На лыжах же, нет, да? зашел на лыжах, да. Или пешком на лыжах, не помню уже. Ну, ждал, короче, а потом все-таки потеплело где-то, 7 числа, наверное, моя потеплела. И начала появляться утка немного. Утка начала появляться, вот тот первый шалаш, самый первый, который возле Володи, ну, где ты охотился, я там. Начал потихоньку добывать, там 2-3. И вот хорошо продукты кончились. У меня собака здесь была, с белым были, и крупа была собачья, ячневая, пшеничная. И я что делал? 2 чирков отвариваю в бидоне, котелок бидон был такой, 2-литровый или 3-литровый, не помню уже. Утки отварились на костре, я их достаю, и в этот утиный бульон этой собачьей крупы, пшеничной или ячневой, кидаю, подсолил немножко это все, сварилась каша такая мощная. Это у меня еда на день. Считай, чирка съел, кашей закусил. Допустим, на завтрак, чирка съел, кашей закусил на обед. 2 раза. И в шалаше, что у меня был мед, баночка была, и чай был. Рыбацкий экономил уже там буквально по глоточкам немножко даже было. И ничего, зато потом 12-13 утка массово просто потеплела хорошо, и массово утка пошла. И я вынес тогда ни много ни мало 75 уток. Вынес. Я замучился выносить, конечно, это все. Это огроменный рюкзак. Чисто уток только вынес в первый день. Вот. На второй год я вынес, так, 75. На второй год 67 или 68, что-то такое. Тоже удачно. А потом, как отрубило, и все. Уток нет, уток мало. Потом какой-то птичий грипп придумали, то, что уток нету. Запретили вообще охоту. Типа, не открывали охоту из-за птичьего гриппа тогда. Был такой период тоже. Давно? И, ну, лет 15 назад, может быть. Я не помню точно год какой был. И утки действительно было мало. Дядя Валера Жукова дальше сюда привозила. Всю ночь проторчали, ни одной утки не было. Утром выходим, и на дороге, где вот эти 2 большие лужи, нас догоняют 2 черка и садятся перед нами. А такой хлоп, и есть черок. На дорогу вышли, говорит, сходим до карьера напротив. До карьера пошли, хохлатая чернить, 5 штук плавает. Я хлоп, 3 штуки осталось. Дядя Валера такой. Я, говорит, не пойму, какого хрена, говорит, мы мерзли здесь, на болоте, озере, говорит, блин, весь вечер, всю ночь и все утро, когда ты, блин, на дороге возле асфальта, говорит, грохнул, блин. Да, это же как закон подлости и получается так всегда. Вот так и было, блин. Частенько было. Вот 2 раза повезло, 2 года подряд. Вот 75 и 67 или 68, не помню точно, вот уток. 2 года. И
потом много раз неудачно. Ну, мы в среднем, когда что с тобой, что один, уток по 40-50 в среднем за весновку-то добываем все равно, блин, получается. А вот такого нету, чтобы за одну ночь, за одну ночь, вот с вечера до утра я сидел, 29 уток. Ну, Одного не хватило до 30. а сейчас в среднем за 2 недели столько на двоих. Ну, это вот такая была, это 17 мая, как сейчас помню, был перелет. Я быстренько зарядил патроны, заехал сюда на следующий день. 2 утки. То есть попал на день, повезло, ты настрелял. На следующий день можно. Это как лотерея получается. А тогда с тобой 42 утки. Помнишь? Вечерка. Когда лед-то уже вот тут этот был, когда они всех туда еще их. Рома такой: папа, у меня одна утка есть. Папа, у меня вторая. Догоняй. По телефону 2 утки добыл, говорит, догоняй. Я говорю, блин, что догоняй? Я говорю, в лед как-то, ну не садится, как ко мне утка. Ни одного выстрела вечером не сделал. Только светать начало. А у меня 3,4 было, 7 в общем. Подседают, съедают. Бам-бам. Патроны заканчиваются. Я уже, не помню, там 6 или 7 у меня была мелкая дробь. Я их все расстрелял. Потом уже всех собрали, я не помню, там 41 утка, что ли, довольны такие, куча уток. Все. Патронов уже нету, там 2 пулевые, что ли, 2 патрона осталось. Хохлатая очернить, помнишь? Шлеп села. А у меня мелкашка с собой была. Метров 70, наверное, было. Ну, 60-70 метров, где-то так вот. Блин, взял, вот сидит, главное, и смотрит, башкой крутит. Самец один, одиночка. Блин, видишь, как устрелять вот, а, с таким плечом. Я мелкашку поднимаю, хлоп, наповал. А мы уже лодку, помнишь, высушили полностью, блин. По новой лодку накачали, достали, ну. Вообще красота была, блин. 42 утки за утрянку чисто, блин. Вот это охота, понимаю. За один день. Вот всю весновку ходишь, один день решает все, блин. Так что, еще не вечер. Еще, я так думаю, каждую весновку день-два Бог дает, чтобы добыть нормально уток. Я думаю, Бог даст и на этот раз. Главное не терять надежды. Главное быть настойчивым, упрямым. Упрямство тоже хорошая черта иногда бывает. И я говорю, результат не важно. Главное сам процесс. Вот само нахождение вот в весеннем лесу. Правда, сегодня это не весенний лес, это зимний, но все равно приятно, потому что сама атмосфера уже как бы какая-то весна у нас была, что на лугах, немножко не то. Да, место не то. Место не то, вроде бы и добыли, вроде бы и рыбы наловили, вроде бы и все то. Во-первых, много народа, там палатки стояли, там одни, другие, третьи, мне тоже не нравится. Во-вторых, нет той вот этой романтической атмосферы, вот этой лесной, таежной атмосферы вот этого. И все. Раз попробовали на лугах, не понравилось, вернулись сюда, здесь все четко. Даже при том, что вообще уток нету, здесь хорошо. Как-то вот так. Ладно, друзья, заболтались. Давай по маленькой покушаем и будем отдыхать. Сегодня будильника не ставим, потому что болото замерзло, лед замерз. Завтра пойдем прогуляемся по ручью. Вот. И будем уезжать домой. Как-то вот так. Сделаем небольшой перерыв. Давай. Маханем уже. Да потом уже будем включать. Ваше здоровье. Все будет хорошо. Все будет как надо. Родная.